Люди говорят, что у Молдовы нет перспектив для развития. Так ли это? Как? Это, я думаю, это не люди говорят, мое мнение. Это говорят наши политики. И я считаю, что пока наши политики будут об этом говорить и не будут добавлять оптимизма, позитива, в принципе, не добавлять, не надо рассматривать все. Не приукрашивать, а... Да, есть положительные, есть много положительных моментов в нашей стране. Наша страна, она маленькая, красивая, интересная, хорошая, и мы должны полюбить. И сегодня я не понимаю, мы с каждого утюга, извините за выражение, мы слышим, что от политиков, не от людей, нет будущего. От людей тоже. Да, но так люди слушают политиков. У нас здесь плохо, у нас здесь воруют, у нас здесь то, у нас здесь то. Но когда выборы, у нас 11 кандидатов, желающих стать президентом Республики Молдова. Но вы все говорите, что здесь нет будущего. Так зачем вы тогда все туда баллотируетесь? Ну и осталось в рамках этого вопроса получить твой ответ. Ты говоришь, много чего хорошего есть в этой стране. Что хорошего есть в этой стране для тебя? Хотя бы 2-3. Ну, мне нравится моя страна. Она... Ну, это общая фраза. Нет, она красивая, мне нравится, что она красивая. Мне нравится, что она маленькая и многонациональная, что здесь живут много народов, и мы впитываем все. Мы можем говорить... много делается хорошего в этой стране. Что хорошего в этой стране давайте, для людей? Но сегодня дороги стали лучше. Кто бы что бы ни говорил сегодня. По Республике Молдова, даже возьмем по Гагаузии, дороги стали лучше, зарплаты стали выше. Раньше, я просто здесь это можно прямо отдельную передачу, наверное, сделать про это. Сегодня в 90-е годы уезжали на заработки, потому что, грубо говоря, здесь платили лей, а на заработках платили 50 лей. Сейчас эта разница, она очень маленькая. Сейчас можно заработать в Молдове там 5 лей, а на заработках 7 лей. И есть смысл ли уезжать на заработки, чтобы заработать на чуть-чуть больше, или быть со своей семьей, смотреть, как делает первый шаг твой ребенок, как он говорит, ребенок отвести его. Денис, а ты слышал, как люди говорят о том, что пенсии очень низкие, зарплаты очень низкие? Да, но я слышал, когда мошенники обворовали пенсионеров, и это очень много, на 60 тысяч лей, на 100 тысяч лей. Но у нас пенсионеры все нищие. У тебя вопрос, откуда у пенсионеров деньги? Не, я понимаю, что есть какая-то... Или почему мошенники такое делают с нашими пенсионерами? Это очень плохо, что они делают, но не все пенсионеры у нас плохо живут. Давайте начнем с этого. И это проблема, я всегда говорю, если вам политик говорит, что он сейчас придет и сделает пенсии выше, говорю, не голосуйте за этого политика. Потому что проблема пенсий идет еще с 90-х годов. И пока вот этот весь оборот не сделается, пенсионеры не будут. Сегодня пенсионеры, которые выходят на пенсию сегодня и работают, они получают 4, 5, 6, 7 тысяч лей пенсию. Не надо говорить, что таких пенсий нету.